Наш новостной выпуск продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это Ice News, и я его ведущая Полина Долинская. Итак, коротко о том, что же мы узнаем в этом выпуске. Закрытие ледовой переправы. Укравтодор запретил проезд в ряде районов республики. Весна в городе. Улицы Якутска оказались в воде после таяния снега. Якутская «Мулан» в горах Хандыги. Наталья Конешникова и Сергей Шарин представили очередной совместный фотопроект. Теперь об этом подробнее. С 15 апреля запрещено движение для всех видов автотранспорта в ряде зимников автодорог. Данный приказ был выпущен Укравтодор Республики Саха-Якутия. В список закрытых переправ вошли автодороги Сангар, Кобяй, Лючинская, Сибян, Алдан, а также ледовые переправы через реку Амгу. Проезд закрыт в связи с повышением температуры наружного воздуха, изменением структуры льда и появлением колейности на сухопутных участках автозимников. Днем ранее был закрыт проезд по автозимнику в направлении Улахана на Алекминск автомобильной дороги УМНАС в Хангаласском и Алекминском районах. Так, в социальных сетях распространилось видео о состоянии автозимника. Водителям приходится буквально ехать против течения. Будьте осторожны и соблюдайте все правила безопасности в предпаводковый сезон. А жители столицы уже успели ощутить на себе весенний паводок в полной мере. Улицы Якутска оказались в воде после таяния снега. В социальных сетях распространяется видео, в которых водители жалуются на гололед и наледи на асфальте по утрам и огромные лужи на дорогах, как только погода потеплеет. Всему виной количество осадков. Только за минувшие выходные в столице выпала месячная норма снега. Несмотря на то, что уборку и расчистку снега проводили в 3 смены с использованием 80 единиц автотехники, этого оказалось недостаточно. Сейчас городским хозяйством активно ведется работа по откачке талых и ливневых вод. На сегодня у нас заключены муниципальные контракты, определена подрядная организация, у нас Жилкомсервис. Прямо сейчас на линии 9 фекальных машин. Как вы видите, вот за моей спиной они сейчас срабатывают по заниженным местам города Якутска у нас. Помимо этого у нас по внутриквартальным территориям управляющей компании поставили мотопомпы, территориального органа управления. Они с помощью своих сил, с привлечением подрядных организаций, также отрабатывают по внутриквартальным территориям. Помимо этого необходимо отметить, что у нас ведется работа и по прочистки и отогреву лотков. Вы знаете, у нас по городу примерно 45 километров лотков. Из них на сегодня готово 16 километров, что составляет примерно 35%. Соответственно, по этим лоткам у нас вся вот эта вот все талые воды, лужи, которые будут откачиваться, они все будут перекинуты через систему лотков на горканал и дальше уже, соответственно, будут отводиться. Ветераны внутренних дел республики вышли в лыжный десант. Маршрут протяженностью 100 километров начинается с Верхнего Бестяха Хангаласского улуса и должен завершиться в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса. Лыжный десант – одна из лучших традиций ветеранов правоохранительных органов. В 2019 году лыжники стартовали с города Покровска и прошли 120 километров до столицы региона. В прошлом году из-за пандемии коронавируса добрую традицию отменили, но в этом ветераны вновь встали на лыжи и посвятили этот поход 30-летию образованию Российской общественной организации ветеранов МВД. Он посвящен 30-летию со дня создания общественной организации органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации и 100-летию милиции Мегино-Кангаласского района. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, за здоровье, чтобы все были здоровы. В 2019 году лыжный десант был посвящен 120-летию со дня рождения Степана Максимовича Рыжакова, первого совнаркома органов внутренних дел Якутской АССР. Белый медведь из Верхоянска добрался до Тампонского района. Недавно в Инстаграме распространилось видео, на котором очевидцы запечатлели одинокого мишку в межпоселковой дороге. Куда и зачем направляется животное, история умалчивает. Аргентинские зоозащитники выпустили на свободу дюжину магеллановых пингвинов. Животные были спасены от голода, обезвоживания и других проблем со здоровьем, а также прошли реабилитацию в неволе. Подробности расскажет Артем Сторонов.
Зоозащитники из аргентинской природоохранной организации Mundo Marino Foundation выпустили на волю 12 магеллановых пингвинов, прошедших реабилитацию в неволе. Все эти птицы попали к зоологам, поскольку имели различные проблемы со здоровьем. Мы находили этих пингвинов голодными и обезвоженными. У некоторых были проблемы с линькой. По разным причинам, включая нехватку питательных веществ, у них не отрастали новые перья. Это значит, что они быстро замерзали в холодной морской воде и вынуждены были почти все время проводить на суше. Сотрудники организации обеспечили птицам сбалансированную диету и медицинский уход. После того, как пингвинов выписали из ветеринарной клиники, их под восторженные взгляды прохожих выпустили на свободу на пляже Сан-Клементе-де-Тую на севере страны. Магеллановы пингвины – водоплавающие птицы высотой около 30 сантиметров, названные так в честь португальского мореплавателя Фернана Магеллана. Они обитают в основном у берегов Аргентины и Чили. Всего в мире насчитывается от 2,2 до 3,2 миллиона особей. Генетическое разнообразие стерха в Якутии увеличат. Экспедиция для сбора яиц диких особей организует в Алайховском районе. Затем их доставят в питомник редких журавлей Окского заповедника. Экспедиция пройдет в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает Министерство природы России. Как говорится в сообщении, в настоящее время существует две разобщенные популяции стерха. Одна гнездится на территории Якутии и зимует в Китайской Народной Республике, а другая гнездится в Западной Сибири и зимует в Индии и Иране. Отмечается, что западносибирская популяция находится в критическом положении. Ее численность не превышает 20 особей, тогда как численность якутской популяции насчитывает около 4000 стерхов. Якутская мулан в горах Хандыге. Наталья Конешникова и Сергей Шарин представили очередной совместный фотопроект по мотивам сказки «Мулан». Фотосессия прошла в Тампонском районе. На своей странице в Инстаграм фудблогер Наталья Конешникова поделилась впечатлениями от проделанной работы и рассказала, что идея фотопроекта пришла к ним внезапно, а костюмы и всю бутафорию буквально изготавливали самостоятельно за день до съемок. Красивые и необычные фотографии сразу же нашли отклик у пользователей. Уже сегодня публикация насчитывает более 18,5 тысяч отметок «Нравится» и около 1000 восторженных комментариев. Перейдем к прогнозу погоды. Сегодня в Якутске преимущественно без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до плюс 2 градусов. В ближайшие сутки в Нижнеленских районах и Центральной Якутии ожидается снег. Местами с увеличением скорости ветра от 17 до 22 метров в секунду. На дату 16 апреля на территории Якутии синоптики прогнозируют следующее. На западе днем на Нижней Лене небольшой умеренный мокрый снег. Днем на северо-западе местами сильный, на юго-западе с дождем. Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается днем в Ленском, Алекминском, Жиганском, Кобяйских районах. На северо-западе повелюют до 20 метров в секунду. 17 апреля на северо-западе в Нижнеленских районах ожидаются осадки в виде снега. На юго-западе, юге и в центре небольшой, местами умеренный мокрый снег. На юго-западе по Нижней Лене ветер порывистый до 22 метров в секунду. На северо-западе по Вилюю днем местами в центре и на юге порывы ветра 15-18 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий республики и за ее пределами.